В гостях у народного умельца прикладное искусство Хасан Гатаев, город Карачаевск. Хасан, я очень рада, что познакомилась с вами. О вас я читала в интернете, в газетах, слышала даже в Малокарачаевском районе о вашем мастерстве. Пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста, вот кухню рождения бычак, ножей. О, вижу и кинжал у вас здесь, и кинжалов. Расскажите, пожалуйста, как вы, откуда такую красивую сталь берете? Сталь мы покупаем. А какая она из себя? А? Какие они из себя? Из чего? Вот эту железку видите? Это железка? А что это? А что это круглое? Ой, как цилиндр! Что это такое? Ну, вот это сталь Х-12, F1 марка его. Я другой стали не делаю. Это значит качественная сталь, да? Да, не жалуется, никто не приходил, что он плохой, никто не говорил. Вот такие кусочки отрезаем. На дольки разрезаете, Да, потом, вот так, потом что делаете? Расскажите, пожалуйста. Потом я его в печку кидаю. Эти дольки, да? Да, Кругляшки эти такие. дольки, да. Шашечки, скажем, да? Ну да, шашечки, да. Потом он нагревается до температуры 1050 градусов. Я его под молот и кую их, вытягиваю. Покажите, какие они становятся, когда вы куете. Вот эту шашечку куете, и вот получается вот это. заготовка такая, да, будущего лезвия ножа, Да, кинжала. да. Ты смотри. Потом что делаем? Потом сам процесс обработки ножа долгое время занимает. И получается вот это то, что вы видите. Клинок это, да? Да. Хасан, а вот такие интересные, это костяные или что это? Вот что за ручки такие, из чего они сделаны? Это Посмотри. грецкий орех. Как грецкий орех? Ну, обыкновенное дерево. Я с этого дерева дошки делаю, вот он стоит. Как? Вот это неприглядная доска, вот это вот. Это что, орех? Это орех, да. Ты смотри, а? Какой он, да, на разрезе, разный цвет. Вообще интересно как. Надо ж. Вы выбираете цвета, наверное, да? Ну, подбираю иногда, да. И потом, А потом разрезаю на заготовке это дерево вот такими кусочками. И сажаю на клинок. на клинок. Это ж надо. И потом после этого вы вот сделали вот это вот, пробиваете, да, вот эти дырочки, чтобы можно было протянуть, ну, я не знаю, тесемку Там какую-то. шабан или кто берет, или на коне он едет, он может потеряться, чтобы он Не потерялся, да? Вот привязывает. Ага. Вы это обрабатываете чем потом, вот эту ручку? Ручка это на наждаке сначала выборку делаю лезвие, Угу. потом наждачкой шлифуешь его, доводишь до ума, потом начинаешь полировать. Ну и после этого получается вот это то, что вы видите. Спасибо большое. Спасибо. Нож, конечно, очень нужный предмет в хозяйстве, в жизни. Дай Бог, чтобы они на радость служили людям. Спасибо вам за талант. Много о вас говорят, вы достойны этого. А где вы раньше работали? С какого времени это началось, ваше увлечение? Я даже не помню, когда я его начал. Да, лет 20, наверное. 30, может. Даже так? Угу. Ну, они пользуются спросом, я так думаю. Вениамин, пожалуйста, меня привел к нему мой коллега по Перу, известный поэт Вениамин Хубиев. Он и родственник мой, говорит, Байдумат, вот такой у меня, говорит, друг здесь, давай зайдем. Хасан Гатаев, мой сосед, прекрасный человек, мастер своего дела, народный умелец. Я его давно знаю, мы рядом живем давно. У него есть спрос на его работы. Есть. По всему, не только Карачаево-Черкесии, по всей, а по всему Старопольскому краю ему заказывают эти удивительные ножи. Из них есть такие складные ножи. Не просто Это складной нож? Складной нож. А как он складывается? Вот сам покажет этот. А на что вы нажали, чтобы сложить? Он ни на что не нажимается, просто... А сила нужна, да? Вот недавно он выполнил, значит, кинжал по заказу. Так. Это был удивительный кинжал, очень красивый кинжал.
Вот сейчас он начинает выполнять новую работу. Ты смотри. Так что я его очень сильно уважаю за его золотые руки. Да. Sağ ol. Allah senin sağlık versin. Seni Амин. Хасан, можно с таким мастером, я очень люблю творческих людей, поблагодарить вас за руку. Посмотрите, у меня какая цепочка. Во. Улыбочка. До свидания. Спасибо, Хасан. Всего вам хорошего, заходите, если что. Он подарила книжку свою, Кюн, которая «Солнце» называется. И вот меня он зазвал. Для чего, Хасан? Вот вам на кухню. Или на что-нибудь. О, товарищи, посмотрите, какой у меня кинжал. Что ж я буду им резать? Хлеб. Хлеб всему голова. Спасибо. Дай Бог, чтобы на каждом столе был всегда хлеб. Спасибо за подарок, Хасан. Не за что, не за- Буду держите, помнить. Держите на здоровье. Sağ ol canım.